если построят мусороперерабатывающий завод, выделяя в счетах отдельной строкой эти 40-50 рублей, то население станет инвесторами и фактически собственниками этого завода. Это будет маленькая социальная революция в городе. И еще я хотел сказать. Сейчас оперирует понятием обращения с ТКО. На самом деле, если мы посмотрим приказ 37, который издало Министерство ЖКХ, и с утверждением тарифа 165, теперь 115 рублей, на самом-то деле под этим обращением ровным счетом ничего не стоит, потому что министерство само признает, что у регионального оператора Ухта-Жилфонда нет мощностей никаких по обезвреживанию, обработке и захоронению отходов. То есть, то, что называется обращением с отходами, ТКО на самом-то деле является банальным сбором и вывозом мусора. Ничего нового, только тариф новый. Пока мы вот таким образом по всей республике не соберемся большими массами, в конце концов, когда-то республика добьется, что говорю, к народу обернутся лицом и воспримут это как не должно идти это все против человека. Вот было сказано, что сбор налогов на каждого человека сейчас снизили до 115 рублей. Но никто не задумывался, за сколько это 115 рублей. Оказывается, ежедневно каждый человек имеет право на вынос мусора в виде своих твердых отходов, бытовых отходов 3 ведра в день. Кто из вас в день 3 ведра выносит? Кто эти нормативы создал? Если вы вынесете за неделю 2 ведра, это уже, слава богу, потому что купить ничто не купите, а, говорю, чтобы выносить, то я вообще не могу представить. И вот эти вот расценки. Одни расценки идут с квадратной площади жилья, вторые с жильцов. И не знаю, кому верить-то. Уважаемые товарищи, да, проблема твердых бытовых отходов стоит не только перед нашей страной. Это мировая проблема. Но если наши федеральные власти вдруг удумали ей заняться, то здесь только одно у них на уме. Не собрать, а содрать с нас деньги. Ни один представитель сегодня федеральной власти не способен на какое-то созидание, так как эта проблема предполагает строительство мусороперерабатывающих заводов, да причем по всей стране. Рожденные ползать никогда летать не будут. Это однозначно. Но деньги уже собирают. Даже нет проектов этих заводов, а деньги уже собирают. Вот на докапитализацию банков быстро из бюджета отдали. А тут решить проблему опять за наш счет. Ничего подобного. Заранее знаем, что это утечет в карманы олигархов. И главное что никакая проблема с этим мусором не решится. Как реновация в Москве за наш счет всей страны, то, что собирают на капремонт, так и теперь вроде бы зашевелились, потому что москвичи воспряли, сколько можно жить на свалке. Вот так. Но решить они ее ни за что не смогут. Они на это не способны. Но денежки наши прикарманить, они мастера. Тот приказ, который есть, который, значит, определял объемы мусора, значит, вот был, ну, здесь по 3 ведрам в день, наверное, утрировано. На самом деле, значит, есть норматив накопления отходов в год 1,9 кубометров от одного человека в год. Это годовая? Да. Значит, вот этот норматив, его сейчас что сделали? Его уменьшили на 30%, чтобы как-то успокоить вот, возмущение граждан. Значит, этот норматив стал 1,33 кубометра в год. Но есть одна вещь, на которую еще не обращают внимания. Значит, это крупногабаритные отходы. Вот около помоек, значит, около контейнеров стоят еще большие емкости. Крупногабаритные отходы. Так вот, эти 30% как раз и относятся к крупногабаритным отходам.
То есть их пока, говорят, ну, каким-то образом не будут взыскивать, ну, с людей. Людям Так там это магазины туда Но- тащат. Магазины, вот это другой вопрос. Нету в Ухте положения о вот сборе, вывозке и утилизации, значит, отходов, бытовых отходов. Мы составили где-то вот, ну, где-то около 15 страниц текста, взяли за основу положение Сыктывкара и предложили администрации. Вот вам готовый проект, поработайте и примите для Ухты. И там было прописано, что вот эти контейнеры крупные, там не скидывать коробки, вот как они и есть, для увеличения объемов, а их необходимо было бы, те, кто эти коробки выносит в контейнеры, уплотнять. Значит, администрация сказала, что, ну, этот вопрос, значит, мы сами решим. Не нужен нам ваш проект, мы сделаем сами. Сделали, приняли. После этого я не стал даже его вычитывать, потому что просто противно. Потому что я вижу коробки, как грузились в контейнеры целиком, так и они и грузятся. Ну, я хочу сказать, вот по станции ШИЭС. По станции ШИЭС это безобразие из безобразий, когда власть, значит, приступает к работам, не имея оформленных соответствующих документов. И людей это больше всего разозлило. Поэтому они и выступили с этими, значит, лозунгами, значит, обратились к гражданам, ну, активисты. И это привело их к тому, что появились и партизаны. Раз власть не слышит, значит, стали шипы выкладывать на дороге, по которым возили песок на станцию ШИЭС.